Я это хорошо знаю. Ну, сегодня действительно и во время недавнего заседания Игорь Леонидович Шпектор, который у нас неоднократно бывал, и вот сейчас и Иван Ильич отмечали город Якутск, ну, с разных позиций, скажем так, да. Если Игорь Леонидович говорил о состоянии жилого фонда, то приятно, конечно, слышать, что Иван Ильич говорит о городе Якутске, как об одном из городов, который реализован успешно проекты в части развития по форме городского
чем проблема? Ну, это колоссальная содержательная проблема в том, что мы по существу сегодня, и это нерешенный вопрос, мы по существу в аварийном жилье зарегистрированы очень часто люди, которые имеют адекватное, хорошее жилье после регистрации Держстана. Так я могу с полной уверенностью достоверно сказать, что в течение 3 лет порядка 25% жилья, которое предоставляют взамен аварийного, оказывается на рынке, подается. Вот. Очень давно идет разговор о том, что нельзя частникам давать жилье, дарить жилье в новую частную собственность. Нужно жилье представлять на условиях регулированного найма тем, кто был зарегистрирован в аварийном жилье. Эти экспертные дискуссии идут достаточно давно, но, к сожалению, практического решения до сих пор не принято. Эта проблема колоссальная, потому что мы много переплачиваем. Государство дает подарки тем, кто приватизирует аварийное жилье, а это жилье потом попадает на рынок, значит, люди просто делают на этом большие деньги. К сожалению, эта проблема очень, очень серьезная, и требует просто решения. После этого, если жилье выдаваться в собственность на условиях регулированного найма, масштаб беды будет гораздо более очевидным. Это одна история. Вторая история, которая, мне кажется, тоже очень важна, и, может быть, для северных городов она особенно важна. Мы сделали политическую ставку на ипотеку, но совершенно не строим жилье социальное, жилье, которое представляется на условиях найма. Вот. Люди, которые приезжают на север, они очень часто рассматривают, может быть, не характерно для Якутска, но не характерно для севера, как вызовленный этап. Да? То есть, в любом случае, люди, большинство людей не имеют возможности приобрести ипотеку, даже имея средний доход. Пока у нас тема строительства жилья представляет на условиях срочного найма, понятно, условия найма. То, что у нас сегодня называется социальный найм, это называется частное жилье. Срочная, реализация. У нас колоссальная беда жилищных рынков. Со стороны городов севера, может быть, географических территорий, голос, как эту политику нормализовать, какие меры необходимы для ее развития, потому что на субсидирование ипотеки мы тратим колоссальные деньги. Но это очень часто жилье для богатых и для бедных. С личным недостатком, без решения. Мне кажется, очень важная тема, которая связана с устройством городов. Если кто-то хочет, чего можно пару слов сказать? Да. Я представляю научно-исследовательский центр строительства. Только у вас 1,5 минуты. 1,5 минуты. Я быстро скажу. За лабораторией благовещенности строительных зданий сооружений. У меня такой вопрос. Мы сегодня идем на проектирование по жизненному циклу. У нас сегодня для крайнего севера и для Арктики, тем более для Дома вечной высоты, нет ни одного нормативного документа. Мы сейчас над этим проблемами работаем. Я просто хочу обратить ваше внимание. Есть бетоны с низкой плотной массой, с высокой энергоэффективностью, с композитными материалами и так далее, и так далее, и так далее. Я просто не хочу занимать долго ваше время, поскольку его мало, а я еще хочу сходить тоже в транспорт, и там поговорить на эту тему. И с вашего разрешения я выступающему, поскольку мы работаем с Якутским правоохранением, оставлю свою визитку. Я думаю, что, может быть, мы потом в рабочее время найдем возможности поконтактировать на эту тему и обсудить вопросы более детально. Спасибо.